Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Якутские фильмы вновь отмечены наградами. На этот раз на 27-м фестивале российского кино в Выборге специальный приз жюри вручен актеру Петру Садовникову за лучшую мужскую роль в фильме Дмитрия Давыдова «Нет Бога, кроме меня». И третьим местом в зрительском конкурсе отмечена картина режиссера Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится». И сегодня режиссер, продюсер Сахафильма Любовь Борисова, гость нашей студии. Любовь, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, поздравляю вас с очередной наградой. Спасибо. И расскажите, лично вы на этом фестивале, к сожалению, не присутствовали, фестиваль «Окно в Европу». Как вы можете оценить участие вашей картины в этом фестивале и что вообще вам, как режиссеру, дают кинофестивали? Ну, на этот фестиваль в Выборг ездил наш актер Иван Константинов. Ну, отлично, по-моему, съездил. Недавно на днях смотрела в интернете информацию, очень много, оказывается, написали. Ну, про наш фильм есть отзывы, ну, пресса очень хорошо отработала. Видимо, были пресс-конференции, Иван тоже много комментировал. В общем, все отлично. И снова у нас зрительский приз. То есть у нас и в Москве, и в Шанхае, и вот в Выборге получается приз зрительских симпатий. Ну, это показатель очень хороший. Получается, наш фильм понятен везде, любой зритель принимает. И это отлично. С коммерческой точки зрения для продюсеров, допустим, ну или дистрибьюторов, тоже это хороший показатель, что это отличное коммерческое кино. А для меня, как режиссера, участие, ну, личное мое участие в фестивале, это всегда возможность пообщаться с зрителем. То есть обязательно мы сидим в зале, слушаем реакцию. Каждый раз смотришь на фильм по-новому и радуешься, когда они реагируют, когда смеются. И что поражает больше всего, что везде смотрят так, как бы, если бы смотрели наши, да? Смеются там, где надо. Допустим, в Китае, это для меня шок был небольшой, наши якутские шутки, и сидят китайцы и смеются. Это было удивительно. И вот недавно в Алтае была тоже. И везде зрители воспринимают, плачут, и также реагируют, как если бы это были наши. Поэтому мы очень рады. Вот вы говорите, что каждый раз стараетесь на фестивале свой фильм посмотреть, и бывают моменты, что вы видите, что где-то можно было бы снять чуть-чуть по-другому, где-то что-то изменить, или все-таки результатом довольны? Ну, уже такой период уже мы прошли, потому что до того, как презентовать зрителям, был большой этап постпродакшена, очень много раз сидели по монтажу, там, надо ли сокращать, не надо сокращать. И сокращали с большим, с болью, с кровью, да, несколько минут, чтобы вырезать. Я сама работаю как режиссер монтажа тоже, поэтому сценарий был написан с расчетом на монтаж. И там то, что чуть-чуть хронометраж перевалил, пришлось вырезать, и это было довольно болезненно. Поэтому мы решили остановиться, что на этом все, мы утверждаем монтаж и больше на эту тему не думаем. Поэтому уже эти вопросы отпали. Потом уже был большой постпродакшн по звуку, по цветокоррекции, по графике, поэтому вопросы по монтажу давно отпали, да. Но что касается проката у нас в республике, как оценил эту вашу работу наш якутский зритель? Ну вот я постоянно мониторю комментарии в соцсетях, на афише и комментарии все положительные. Ну, бывает очень изредка комментарии, как скучный фильм, но это единичный. А в целом очень хорошо зритель реагирует, и до сих пор вот, в малом зале Лены полный зал. Зрители жалуются, что билетов не достать. То есть вот такая даже ситуация до сих пор сохраняется. Да. Фестивальные фильмы, большинство, по крайней мере, из них очень редко попадают на широкий экран. Как вы думаете, что нужно поменять, чтобы региональные фильмы, вот такие как «Надо мною солнце не садится», попадали в широкий российский прокат у дистрибьюторов? Может быть, какие-то специальные квоты для регионального кино выделять на российском уровне? Или еще какие шаги нужно сделать, как вы думаете? Ну, я могу только свое личное мнение сказать. Я не эксперт.
Я думаю, что любые квоты это очень вредны в целом, как для индустрии и вообще. Потому что зритель все равно, ну, допустим, примут какую-то квоту, зал будет показывать, но если зрителю не интересно, никто туда не пойдет. И рано или поздно это очень печально закончится. То есть надо нам работать со зрителем. Это в идеале, конечно, как в советское время должна быть какая-то государственная политика, чтобы региональное кино, допустим, якутское кино смотрели по всей федерации. Да? А сейчас пока что довольно сложно. Но то, что мы видим на фестивалях, ездим по регионам, по разным регионам в России, и общаемся со зрителями, и я спрашиваю, субтитрами вам нормально смотрится? И они говорят, все отлично, мы все понимаем, почему к нам не перевозите? То есть, получается, это вопрос больше недоверия дистрибьютора. То, что он думает, что наш фильм не будет интересен зрителю. А мы напрямую общаемся со зрителем, и они говорят, мы хотим, но им не привозят. То есть, эта работа должна быть комплексная. Ну, в первую очередь от команды создателей. Фестивальное движение якутского кино над этим и работает, чтобы в массы там, работать, чтобы внедрять. До недавних пор была только задача рассказать, что мы существуем вообще, да, якутское кино и Якутия в принципе, потому что мало где знают, да, и за границей тоже, и по России тоже, где это, что у вас есть кино, такое удивление было. Сейчас уже, в принципе, все знают, что якутское кино есть, что оно состоялось. И сейчас уже, как сказать, задача донести до широких масс. Скорее убедить уже дистрибьюторов, что мы можем нормально прокататься. Вот все наши зрительские призы должны быть, убедить их. Ну, будем надеяться и работаем над этим. Ну вот на примере фильма «Надо мной солнце не садится», какой зритель, кроме вот фестивальных и наших якутских, кто еще этот фильм увидит? Ну вот мы сейчас работаем над тем, чтобы выйти в прокат, ограниченный прокат по России и по Казахстану. По Казахстану договоренность уже точная есть, по России работа все еще идет, потому что крупный дистрибьютор опять же не взяли. И работаем точечно, как называется, самокат, то есть с кинотеатрами уже напрямую. Поэтому работа еще идет. В Казахстане, по-моему, с середины сентября или начала октября. Уже пойдет в прокат. Да. Появилась ли в нашей республике система финансирования регионального кино, или все происходит от случая к случаю, какие-то редкие, может быть, спонсорские пожертвования или там государственные субсидии? Нужна ли какая-то централизованная, налаженная система государственной поддержки? Вот в этом году было большое совещание у главы. Арсений Сергеевич собирал по вопросам кино именно. И там вот мы, как озвучили, историческое событие произошло, потому что он устно дал распоряжение, чтобы со следующего года предусмотреть финансирование именно на производство в бюджете. Он озвучил 80 миллионов ежегодно на производство. На всю индустрию. Но пока что никакого положения нету. Точно как это будет работать, мы не знаем. Поэтому все в режиме ожидания. Никаких документов пока не принято, только то, что вот там было озвучено. Поэтому все сейчас затаили дыхание и ждут следующего года. Ну, раз уж мы начали говорить о деньгах, то сколько нужно денег, чтобы снять качественное и конкурентоспособное кино? Ну, это все очень так, относительно. Для якутского кино это относительно небольшие деньги, допустим. Ну, самый минимум от 2-3 миллионов, да, в среднем. И дальше уже зависит от самого сценария, там декорации, массовка и так далее. Это все уже идет к удорожанию. Вот. То, что я назвала, это очень камерный фильм, как наш, да? Там 2 актера, ничего строить не надо. При желании можно очень дешево снять. Но при этом львиная доля бюджета идет все равно на постпродакшн. Это никуда не денешься. Это качественный звук, музыка, цветокоррекция, графика и так далее. Это все равно занимает львиную долю бюджета. И насчет конкурентоспособности это уже вопрос к сценарию. Потому что в первую очередь все говорят сценарий. Все зависит от истории и от
того, как качественно, грамотно прописан сценарий, драматургия. И это на первом месте стоит. Если не секрет, что вы снимаете сейчас и когда мы будем ожидать выхода вашей новой картины на экран? Ну, пока я специально ничего в разработку не беру, потому что до конца года у нас все еще участие по фестивалям планируется, чуть ли не каждый месяц. А в планах, вот опять же, мы зависим от финансирования, как сотрудник Сахафильма, мы зависим от финансирования, и если в следующем году эта программа заработает, там была строчка экранизации литературы, якутской литературы, а у нас в планах номер 1 стоит только, то есть Николай Якутский, «Судьба». Сценарий уже написан, и если финансирование будет, то будем работать над этим фильмом. Ну, если говорить о кино в целом, как режиссеру и как простому зрителю, какие фильмы в последнее время показались вам интересными и талантливыми, и что бы вы советовали якутскому зрителю посмотреть? Ну, вот, благодаря нашим кинотеатрам, можно сказать, к нам привозят победителей разных фестивалей, там Каннский, Венеция. И то, что последнее всем понравилось однозначно, это «Паразиты». До сих пор идет, если кто еще не сходил, сходите. Корейский фильм, очень необычный, и там смешение жанров, и лучше не рассказывать и ничего про этот фильм не знать, просто сходите, и вам точно понравится. Вот это корейское, там, японское кино очень интересное, да, и, видимо, нам близко по менталитету. Ну и сейчас вот последнее все обсуждают Тарантино, но это уже очень сложно к восприятию. Такие фильмы фестивальные к нам привозят, авторские. Не всегда это нудятина, как может показаться. И всегда мы стараемся следить за авторскими фильмами, за тенденциями. Рекомендую следить за такими программами. Вот в Ленина, допустим, киноклуб по средам, да, идет. И всегда приводит что-то интересное, там, с субтитрами. Стараемся не пропускать такое. Любовь, я благодарю вас за беседу. Огромное спасибо, что ответили на наши вопросы. Желаю вам невероятных творческих успехов. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью» о кинофестивалях и развитии киноиндустрии республики. Мы говорили с гостем студии, режиссером, продюсером Сахафильма Любовью Борисовой. До встречи в эфире.